Доброе утро, уважаемые коллеги. Очень приятно всех видеть. Очень рады, что вы с нами сегодня. Сегодня у нас достаточно интересный круглый стол, который называется «Ранняя помощь. Сопровождение детей с ОВЗ». Сегодня с нами будет присутствовать Снежана Юрьевна, главный редактор журнала «Логопед». Очень приятно, Снежана Юрьевна, и вас увидеть, и с вами пообщаться. Очень многие жители республики мечтали. Доброе утро, Игорь Сергеевич. Очень приятно вас видеть и слышать. Наш замечательный партнер, который проводит очень много вебинаров интересных, тоже по работе с детьми с ОВЗ. Также хочу представить специалистов из центра Монтессори. Очень приятно тоже вас всех видеть. Много интересных вопросов, да, много вопросов у наших специалистов тоже к вам есть, много интересных предложений даже. Также хочу представить заведующего детским садом номер 55 города Воркуты-Схабовскую Наталью Ивановну, которая представит работу в далеком северном городе по ранней помощи. И хочу представить также Ольгу Викторовну Юркову, которая много лет возглавляла специализированный детский сад по работе с детьми с ОВЗ, достаточно различных категорий, и много разработок по ранней помощи у них имеется, так что прошу любить и жаловать. Сейчас хочу предоставить слово, в первую очередь, конечно же, Снежана Юрьевна, вам. И хотим послушать все интересные направления работы с вашей точки зрения по ранней помощи как раз с детками различных категорий. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые организаторы. Очень рада вас приветствовать и спасибо за приглашение участвовать у вас в такой интересной тематике в круглом столе по ранней помощи. Спасибо за приглашение, и мы надеемся, что данное мероприятие поможет и практически, да, нашим коллегам и специалистам, и на самом деле мы приглашаем также тоже всех к сотрудничеству. Тема нашего выступления, она звучит так, что ребенок до 3 лет зарубежной модели развития и обучения. В чем же они заключаются? Весь данный опыт, который сегодня будет представлен, он отражен в издательских публикациях творческого сферы, да, и на самом деле в журнале «Логопед». Что мы сегодня увидим на сегодняшний момент? На самом деле, да, коммуникация – это один из способов общения ребенка. И, конечно, если это ребенок с ограниченными возможностями здоровья, очень сложно на самом деле найти какие-то подходы, да, как мы говорим, какие-то виды, способы, да, формы именно с ним общения и взаимодействия. Как выстроено данное социальное взаимодействие, как выстроены данные модели, в том числе и зарубежные, это модели из Франции, модели из Италии, как выстроены они и в чем заключаются. Если мы рассматриваем именно детей до 3 лет во Франции, в Италии, а именно такие города, как Париж, как город Тарт во Франции, как город Рим, то мы видим следующее на слайде представлено, это медико-социально-педагогические структуры. То есть здесь очень важно медицинское направление в первую очередь, да, когда ставится ребенку диагноз, да, как вот мы говорим, например, по инвалидности, то есть, например, если ребенок с аутизмом, если ребенок с двигательными нарушениями, здесь важна очень поддержка родителей. И важно медицинское направление, медицинская реабилитация, или мы говорим об абилитации. Очень важна ранняя диагностика. Следующий момент, на что следует обратить внимание, что первая ступень обучения и развития данной категории детей с ограниченными возможностями здоровья до 3 лет – это мини-детские сады. Сюда приходят дети, либо их приводят родители, мы прекрасно понимаем, начиная уже с 2 месяцев. Так как у нас, например, в стране, например, такой декретный отпуск недопустим очень долгий. То есть мама во Франции, либо мама в Италии, имея ребенка-инвалида, может выйти на работу, начиная с 2 либо с 3 месяцев. Почему? Потому что считается, чтобы она не замыкалась, да, как мы говорим, в своем горе, на самом деле, чтобы она имела возможность работать в дальнейшем хотя бы раз в неделю на 1 час, либо в течение 2 часов.
Следующий момент, на который следует обратить внимание, здесь все проводят только индивидуальные занятия. Но это на активизацию речевого стимула, это занятия со специалистом, например, да, медицинский массаж используют, либо активизация, как мы говорим, познавательной сферы ребенка. Вторая ступень – это уже детские клубы, начиная с года до 2,5 лет. Здесь проводится сочетание индивидуальных и групповых форм работы. Здесь развивается такое направление, как инклюзивная форма работы. Любой ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен видеть нормальных сверстников и должен с ними общаться. И, конечно, здесь также продолжается работа с родителями. Родители включаются в данный процесс, являются самыми главными ведущими участниками данного процесса. И третья ступень – начальная школа от 2,5 лет до 4 лет. Это уже инклюзивная группа. Здесь следует обратить внимание на возможности работы специалистов. То есть, что здесь наблюдается у нас? Основное правило, либо мы говорим кредо, во всех центрах, либо во всех детских садах, во всех мини-детских садах, это ребенок должен быть успешен. Пусть ребенок как угодно взял ложку там, да, или как угодно, что угодно он сказал, он должен быть успешен во всем. Следующий момент, на что следует обратить внимание, что всегда таких родителей сопровождают также специалисты на дому. Называется домашний вариант визитирования. Оказывается психологическая помощь не только маме, но оказывается еще также успешная помощь и папе, и родственникам. Основная цель в дальнейшем, чтобы ребенок занимался профориентацией, начиная уже с 12 лет, ему подбирают ту область, где ребенок, опять же, будет успешен. Пусть он будет в дальнейшем работать, как мы говорим, 2 часа, 3 часа, да, начиная уже с 18 лет, но он должен работать в той области, где, опять же, он является успешным. Инклюзивные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья выстроены по следующей тематике, по следующим направлениям. Это обязательно вариант социального взаимодействия. Здесь сюда включается занятие круг, то есть все дети перед началом любого занятия садятся в круг, и мы начинаем с ними общение в виде песенки, в виде какой-то тактильной игры, да, в виде каких-то сенсорных стимулов. Но очень важно, чтобы дети видели друг друга. Это действует на протяжении всего расписания, когда ребенок посещает данное учреждение. Обратите внимание, что меня поразило во Франции, в Италии, да, это распределение педагогов. 8 детей с ограниченными возможностями здоровья, либо деток с инвалидностью, да, и 8 педагогов. То есть на каждого ребенка до 4 лет приходится не просто сопровождающий, не просто тьютор, а тот педагог, который знает коррекционное направление. Почему это очень важно? Потому что в дальнейшем, как мы говорим, педагогов будет меньше. Будет, например, 8 детей в группе, но уже будет 5 педагогов, в дальнейшем будет 4 педагога, да? Но на первоначальном этапе очень важно не только поддержать родителей, но и поддержать детей. Поэтому сопровождение выстраивается в таком вот ракурсе. Пространство, любое пространство должно быть умеренным, безопасным и должно быть структурированным. Какие же на самом деле программы и методики используют? Но это программа Макатон, я думаю, многие сейчас знают, которая используется у нас также в стране, да, и, конечно, разные виды пиктограмм, потому что есть дети, которых мы понимаем прекрасно, они не будут владеть дальше вербальной речью в дальнейшем, поэтому систему упрощенных знаков, систему пиктограмм используют логопеды, используют воспитатели также данных групп. Проводится специально также обучение и родителей. На что еще следует обратить внимание, что во Франции, в Италии выстроены комплексные модели взаимодействия. Здесь такого нету, что если ты из системы здравоохранения, либо, например, учреждение находится в системе здравоохранения, да, тогда педагоги должны проходить переквалификацию, либо это только вариант медицинского направления. Все учреждения имеют вариант преемственности друг с другом. Очень развито социальное частное партнерство. Полностью бесплатных учреждений за границей, я имею в виду Францию, Италию, не существует. То есть есть учреждения, за которые также платят родители какую-то небольшую сумму.
С родителями всегда заключается договор на основании того, чтобы привести ребенка в учреждение, они должны пройти работу с психологом. Почему? Родители должны быть прежде всего ответственными за своего ребенка. Не воспитатель, как нам объяснили, не специалист, а именно родитель, который является проводником для дальнейшей жизни. Формат сотрудничества может быть очень разный. Если я, например, как мама отдаю своего двухлетнего ребенка в мини-сад, в учреждение, да, но мне понравился какой-то педагог, тогда, пожалуйста, я могу запросить данный вариант учреждения, чтобы он работал с моим ребенком. То есть здесь есть разные виды выстраивания, как мы говорим, сотрудничества с семьей. Ну и, конечно, вот на данный момент, так как наше выступление, оно небольшое, мы приглашаем всех к сотрудничеству, потому что все наши интересные наработки отражены не только в журнале «Логопед», да, но и также отражены в методических пособиях издательства. И спасибо большое. Спасибо большое, Снежана Юрьевна, очень интересно. Я думаю, что у людей возникнут вопросы. Если будут вопросы, задавайте их, пожалуйста, в чате. Я думаю, что Снежана Юрьевна потом сможет на них ответить. Сейчас хочу предоставить слово Игорь Сергеевич вам. Будьте добры, слушаем вас. Доброе утро или добрый день, если вдруг к нам коллеги из каких-то дальних регионов подключились, у которых уже другое время. Рад снова вас приветствовать на этой конференции. В этом году она вот так вот проходит вот в таком формате. Тема, которую я сегодня выбрал, это диагностика познавательного развития детей первого года жизни. Мы как раз говорим в последнее время о важности раннего, как можно более раннего вмешательства. Конечно же, в Институте коррекционной педагогики еще с 80-х годов, а то и раньше, да, с 80-х начали глобально продвигать вот эту тему раннего вмешательства, как можно более раннего выявления того или иного нарушения в развитии. И, конечно же, вот эти многолетние труды в последнее время обращаем ваше внимание, да, на то, что формируется в некоторую систему, которую, возможно, будет транслировать уже и за пределами института, и за пределами, в общем-то, за пределами даже России. Кстати, мы вот как и издательство «Просвещение», вот, например, у нас диагностика Стребелевой скоро выйдет на эстонском языке. Вот, диагностика, вот так вот будет написано. Итак, если мы говорим о вообще познавательном развитии, да, что такое вообще познание с точки зрения психологии, это способность к умственному восприятию и переработке информации. И в настоящее время у нас до сих пор вообще система оценивания познавательного развития на тех или иных этапах развития ребенка находится все-таки в стадии становления. Да? То есть у нас комплексной системы обследования познавательного развития до сих пор еще не сформировано, хотя, естественно, мы прекрасно понимаем, насколько актуальна эта тема. Вообще, да, в стране вот так вот справочно у нас функционирует 1428 психолого-медико-педагогических комиссий, например, в 85 регионах. И работает в них более 7 тысяч сотрудников, которые ежегодно обследуют более 1,5 миллиона детей. Да? То есть мы понимаем, какие колоссальные цифры, и, естественно, определенный инструментарий для обследования детей у этих сотрудников должен быть, и хорошо, если он будет еще и унифицированным, да, потому что мы также прекрасно понимаем, что в одном регионе ребенку могут поставить какой-то диагноз, он, допустим, меняет место жительства, переезжает в другой регион, а там говорят, нет, мы вот здесь вот не согласны, да, еще и потому что у нас нет в регионе таких условий, например, да, хотя в министерстве в последнее время речь идет о том, что
все-таки заключение по МПК, которое получено в одном регионе, будет действовать и вообще на территории всей Российской Федерации. Но это отдельный вопрос. Вот. Что касается первого года жизни, да, ну вот почему мы в издательстве, да, вот я сейчас покажу, да, наше пособие, которое скоро выйдет к новому учебному году, да, почему диагностика начинается с 6 месяцев, да, почему именно этот период. Ну, именно в этот... Так. Ага, извиняюсь, кто-то... Так, кто-то выключил мою презентацию. Ага, так. Ну, да, я пока что скажу. Именно в этот период дети овладевают умением управлять своими движениями, приобретают навыки сидения, ползания, начинают подражать окружающим. Все эти достижения стимулируют ребенка к познанию окружающего мира и взаимодействию с близкими взрослыми. И, естественно, вот это оценивание ребенка на данном этапе и позволяет уже включать вот эту систему оценивания познавательных навыков ребенка, начиная с 6 месяцев. Что вообще проверяется у ребенка в этот период? Да, проверяется способность к непроизвольной ориентировке на внешние стимулы, наличие ориентировки на мимику взрослого, умение имитировать ее, наличие поисковых и манипулятивных действий с игрушкой, стремление ощупать близко расположенные предметы, навык управления достижениями головы и тела, умение совершать повороты на живот и обратно, преодолевать небольшое расстояние с помощью каких-то моторных координированных актов, умение выразить потребность в социальном взаимодействии и информировать взрослого о своих физиологических потребностях с помощью каких-то голосовых средств и различных способов коммуникации, мимики, каких-то звукокомплексов и так далее. И, естественно, хотелось бы, да, представить авторов данного пособия. Все вы их прекрасно знаете. Это Стребелева Елена Антоновна, Лазуренко Светлана Борисовна, Закрепина Алла Васильевна, сотрудники Института коррекционной педагогики. И, естественно, мы говорим о том, что начиная уже с первого года жизни у нас, наверное, в нашем издательстве, по крайней мере, да, впервые, да, предлагается такая комплексная система обследования. Ребенку предлагается 7 заданий. Ну, понятное дело, что есть определенные и критерии оценивания, и вообще есть определенный регламент. В частности, обследование, конечно же, в этом возрасте не должно по длительности своей превышать 10 минут, да, потому что мы прекрасно понимаем возраст ребенка, хотя вообще там технология предполагает обследование детей, в том числе и 10-го года жизни, 11-го, то есть это уже начальная школа, там уже обследование может длиться и 40 минут. Есть определенный алгоритм процедуры психолого-педагогического обследования, который в себя также включает и сбор сведений о ребенке от родителей и так далее. Ну, здесь я подробно не буду говорить. Я думаю, что презентация останется, и у вас будет возможность ознакомиться. Естественно, мы здесь делаем поправку на то, что это первый год жизни, что это совсем еще маленький ребенок, и установить контакт с ним тоже будет... Процедура установления контакта с ним тоже будет уже своеобразная. И процедура анализа данных психолого-педагогического обследования также включает балловую оценку, да, то есть у педагогов появится возможность как количественного, так и количественной оценки результатов познавательного развития. Мы постараемся ближе к выходу данного пособия сделать отдельное мероприятие на базе издательства «Просвещение» с авторами непосредственно пособия, и где будет уже более подробно
расписана вот это и рассказана диагностика познавательного развития. Какие образовательные советы? Ну, а так хотелось бы поблагодарить за участие в сегодняшней конференции и пожелать удачи следующим спикерам. Задавайте вопросы, мы обязательно подключимся к дальнейшим выступлениям. Спасибо. Спасибо, Игорь Сергеевич, огромное. Презентацию в полном объеме, конечно, мы уже видели, да. Сейчас это было все вкратце, ну, достаточно так это компактно, да. Сейчас я хочу предоставить слово Воркуте. Наталья Ивановна, вы нас слышите? Будьте добры, подключайтесь, все, мы вас ждем. Саша, выключаем. Угу. Где там у нас Наталья Ивановна? Презентацию переподключи. Ты меня выключи, а я ей позвоню. Наталья Скоболская? Да. Позовите еще. Саша, ну ты меня выключи. Да, здесь. Я слышу. Меня слышат? Здравствуйте, Воркуту слышат? Угу. Да, Наталья Ивановна, все, слушаем вас. Да, изображения, к сожалению, нет, но хотя бы голос. Да, Наталья Ивановна, секундочку еще, да. Уважаемые спикеры, те, которые сейчас на данный момент не выступают, пожалуйста, не листайте, пожалуйста, свои презентации, потому что вы перекрываете чужие. Презентации, к сожалению, моей нет. Да, и видео можно пока выключить. Спасибо. Наталья Ивановна, слушаем вас. Да, видео, если кто-то отключится, я подключусь с видео. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Наталья Ивановна. Я заведующая дошкольной образовательной организации номер 55 комбинированного вида. Наш детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря вот на все прилагаемые усилия и прогрессивное развитие медицины, конечно, количество детей с ОВЗ увеличивается. Поэтому мы, как та ступень образования, должны обеспечить реализацию права детей с ограниченными возможностями здоровья и доступное образование. Здесь рассматривается, конечно, и как важная задача государственной политики. В соответствии с этим у нас воркутинское дошкольное образование сегодня доступно, оно представлено всеми видами учреждений. В Воркуте, к радости большой, нет дефицита мест в детском саду. Но анализируя ситуацию непосещения детьми дошкольного возраста образовательной организации, совместно с поликлиникой детской, сотрудниками, нами были выявлены семьи с детьми дошкольного возраста, маленькими детьми, которые не могут посещать дошкольное учреждение в силу того, что у них есть интеллектуальные особенности, психологические или особенности здоровья, сильно отличающиеся от других детей. Это, конечно, ухудшает их возможность включения в социум, объединяет ресурсы их развития, создает такие дополнительные проблемы для посещения образовательной организации и, естественно, обучения в школе. Пересмотрев все нашу техническую базу, наши возможности, которые мы проанализировали, послужило так мотивом поиска возможности оказания ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ в рамках реализации проекта «Ликотека» в условиях ДОУ. Организовано с целью поддержки семейного образования, то есть оказание психолого-педагогической помощи родителям в социализации, формирование игровой, трудовой, продуктивной и познавательной деятельности, поддержки всестороннего развития личности детей, которые по своему здоровью не могут посещать образовательные учреждения. Участниками этого проекта стали родители, специалисты
специалисты учреждения и, конечно, воспитанниками с особыми потребностями, которые не посещают учреждения. Проект наш был долгосрочный. На первом этапе мы, конечно же, провели обучение своих педагогов для работы с такими детками. Мы пополнили всю материально-техническую базу специальным оборудованием, это и играми для детей всевозможными. Создали тренажерный зал, игрушки на развитие ручной навыка, тактильного, зрительного, слухового восприятия, развитие мышления, речи. Был разработан пакет документов, регламентирующий эту деятельность. На втором этапе, конечно же, мы начали приглашать родителей, которые очень с такой опаской на нас посматривали, их в работу включать. Мы подключили наших специалистов, это педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, инструктора по физкультуре, музыкального руководителя. Сначала мы попробовали с ними общаться онлайн, предоставляли им всевозможные буклеты, всевозможную информацию, что они могут посещать наши занятия. И потихонечку родители вышли из своего кокона и пришли к нам в детский сад. Для них проводились индивидуальные занятия по их диагнозу. Это были детки, даже с детьми с ОВЗ, даже пришли детки-инвалиды. Но большую часть детей, это были дети с ограниченными возможностями здоровья по ортопедии. То есть написаны были индивидуальные маршруты инструкторам по физкультуре, педагогам-психологам, учителям-логопедам и учителям-дефектологам. Ежедневно по особому расписанию приходили детки на занятия. Родители являлись посредниками между педагогом и ребенком, оказывая помощь и поддержку. Активно они включались в игровой сеанс, проводили домашние игры под присмотром специалистов. Педагоги способствовали развитию поддержки такого позитивного стиля взаимодействия с ребенком. Основными формами работы с родителями это были и есть индивидуальные консультации, беседы, совместные занятия с детьми, мастер-классы по обучению родителей методам игрового взаимодействия с детьми, демонстрации специальных приемов взаимодействия с ребенком. Также даже с родителями педагоги беседовали о их проблемах, как их проблемы решить, потому что родители, конечно, загнаны в такой свой семейный угол и боятся выйти, имея детей с особенными образовательными потребностями. Как говорится, нужно было оказывать и им психологическую помощь. Данные детки, посещая наши занятия, более адаптировались, стали более активны вместе с родителями. И постепенно мы их включили в группу кратковременного пребывания с установленным определенным режимом на 2 часа, на 3 часа. Это также помогло родителям отвлечься от своих проблем, заняться детьми, поработать со специалистами. Дети с ОВЗ, посещая и ликотеку, и группу кратковременного пребывания, очень принимали большое участие и в праздниках, развлечениях, всевозможных мероприятиях учреждения. Очень хочется отметить еще тот момент, что родители изъявили желание пойти в детский сад после того, как достигнут возраста уже определенного. То есть у них пропал вот этот страх, что над ними будут как-то не так на них смотреть. Это показывает то, что родители готовы обучать своих детей и готовы идти в учреждение. Подводя уже какие-то итоги по реализации данного проекта, конечно же, хочется отметить, что повысилась очень педагогическая компетентность родителей в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста с особыми образовательными потребностями. Также была разработана определенная система взаимодеятельности
образовательного учреждения, Центра психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи города Воркуты, с детской поликлиникой, то есть такой большой круг помощи данным родителям. Появилась реальная возможность родителям систематически получать психолого-педагогическую помощь в дошкольном образовательном учреждении. И данный вид услуг очень востребован. Ежегодно пользуется данной услугой до 12-13, большое количество семей, которые мы можем сейчас принять у себя на базе. Пройдя успешно вот эти этапы, мы хотели бы сказать, что данный проект, он очень прекрасно вписывается в те муниципалитеты или в те города, где есть такие дети, но нет каких-то там центров огромных, да, реабилитационных. То есть, возможно, есть возможность помочь таким детям и помочь таким детям получить вот это вот право на доступное образование. Я думаю, что вы меня услышали, и мне бы хотелось, конечно, пожелать вам всем успехов, хорошей работы и достигать каких-то совершенства в своей профессиональной деятельности. Наталья Ивановна, вы все, да? Спасибо. А сейчас я хочу предоставить слово исполнительному директору и руководителю службы сопровождения приемных родителей благотворительного фонда «ФУН детям», Монтессори-тренеру Ирине Юрьевне. Уважаемые коллеги, спасибо большое. Вместо Ирины Юрьевны у нас будет Елена, значит, озвучивать данную презентацию, потому что она тоже является монтессори-терапевтом. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Елена Владимировна Мусиенко. Меня зовут Елена Мусиенко. Я работаю в воспитании ЦССВ, Центр содействия семейного воспитания, Петровский парк. И представляю команду монтессори-терапевтов, тренеров. И хочу представить с вами, поделиться нашим опытом. Презентация составлена исполнительным директором, координатором нашего проекта. Наши дети, ЦССВ – это бывшие дома ребенка. Наши дети оставлены без попечения родителей. Можно слайд? Естественно, им нужна эффективная помощь ранее. И при поддержке благотворительного фонда «Дети», значит, организовали такой проект «Монтессори-терапия в учреждениях социальной сферы» для наших детей. И среди большого множества методик, существующих авторских, традиционных, мы выбрали именно эту, как наиболее эффективную. На этом слайде всем известны довольно успешные люди, которые являются выпускниками Монтессори школ. В настоящее время помогают финансово организовывать Монтессори школы, сады. И существует мнение, что европейский менталитет очень отличается от российского, но мы на нашем опыте можем сказать, что дети абсолютно одинаково во всех странах, проходят те же стадии развития, те же седативные фазы. Монтессори педагогика, Монтессори терапия очень хорошо работает в России. Вот о нашем проекте. Совместный проект благотворительного фонда «ЦУМ дети» и Департамента труда, социальной защиты населения города Москвы. Совместный проект обучения происходил как в Германии, так и в России. Выезжали специалисты Лора Андерлик и ассистенты на площадке нашего учреждения. Также мы выезжали на наблюдение в Германию, смотрели очень много работы Лоры. Вот это уже заключительный этап, когда мы получали дипломы. 3 учреждения в проекте, 3 ЦССВ. Это Петровский парк, где я работаю, ЦССВ Центральный и ЦССВ Юнона. Цель – улучшение жизни наших воспитанников в наших учреждениях.
Можно немного сказать, что такое Монтессори абилитационная терапия. Это современная форма терапии, основанная на Монтессори педагогике. Она направлена на оптимизацию психических процессов детей с ограниченными возможностями и на возможность интеграции в социум и с дальнейшим обустройством в семью. Это наша главная цель. Работа командная, все сотрудники проучены, включая помощников, младших воспитателей, все работают в едином стиле, умеют работать с материалом, знают презентации. Только так возможно эта работа в команде. Задача Монтессори терапии – поддерживать и стимулировать нормальное развитие интеллекта, социальных навыков, навыков адаптации, снизить выраженность неадаптивных симптомов, стереотипии, привязанности и разных других. Снизить выраженность неспецифических симптомов, расторможенность, гиперактивность, импульсивность и другие. Помочь сотрудникам учреждений и родителям. Работа с родителями является, в общем-то, основной, занимает большую половину работы терапевта. Обучение родителям методов управления поведением и успешного развития ребенка. Ожидаемый результат. Вот на крайнем, на левом нижнем фото это мальчик с синдромом Рубинштейна-Тейби. Он не ходит, но тут применяется дополнительный даже адаптированный материал, тележка сервировочная. Ребенок может, опираясь на нее, сам накрыть на стол, убрать со стола. Он очень успешен в этом. Это результат ожидаемый, который появился. Он стал более самостоятельным, соответственно, у него нормализовалось поведение. На правом фото спинномозговая грыжа у ребенка, он только ползает. У него адаптированный материал тележка, которую надо толкать перед собой. Он также с помощью других детей абсолютно успешно убирает со стола, считает, раскладывает приборы по количеству детей, решаются масса задач полезных. Это диаграмма выборки средней успешности, эффективности этой методики. Красным октябрь 2017 года показатели, зеленым март 2019. Вы видите, как применение Монтессори терапии повысило все показатели, и все навыки, да, и развитие речи, особенно навыки самообслуживания. Здесь дети делают первые шаги на этих фото, освоение Монтессори материала. На верхних фото это классический Монтессори материал, а нижний левый это дополнительный материал, изготовленный терапевтом. Учитывая интерес ребенка, это разные отверстия и разные функции. Тут и моторика, и очень много решается. Анализаторы, зрительные задачи. Если вам данная методика заинтересовала, можем дать некоторые советы, которые вам, может быть, пригодятся. По словам Лоры Андерлик, воспитание идет всегда впереди развития. Недостаток или отсутствие воспитания ведет к невозможности развития интеллекта. Общество не принимает ребенка, интеграция невозможна у ребенка с ОВЗ с недостатком воспитания. А ошибки педагога – это ориентировка на алгоритм действия жесткий с материалом. Нет никаких жестких правил, каждый материал адаптируется под конкретного ребенка. Именно в Монтессори терапии, в отличие от классической Монтессори педагогики. И правильно пользоваться своей свободой. Подбор материала по возрастным особенностям и интересам. И дети с ОВЗ, особенно дети с синдромом Дауна, практически в начальном этапе не способны делать выбор. Поэтому работает правило Монтессори терапии: один раз я выбираю для тебя, один раз ты. Мы по очереди. Потом они очень быстро адаптируются и делают все сами. И, конечно, адаптация материала к особенностям ребенка. Существуют дополнительные адаптированные материалы. Следующий докладчик расскажет подробнее про адаптацию материала. И в конце презентации хочу прочитать цитату самой Марии Монтессори, которая характеризует всю эту методику и педагогику. «Будьте неустанны, разъясняя ребенку то, чего ранее он понять не мог. Помогайте ребенку осваивать неосвоенное ранее, преодолевать несовершенство. Делайте это, наполняя окружающий мир заботой,
сдержанностью и тишиной, милосердием и любовью. Будьте готовы помочь ребенку, который находится в поиске, и быть незаметным для того ребенка, который уже все нашел. Все, спасибо. Спасибо большое. Лена Владимировна, вы нам еще что-то будете добавлять потом, рассказывать? У нас еще есть Елена Прослова, которая более подробно расскажет про среду. И если будут вопросы, конечно, я могу ответить. Вот она сейчас подключилась, Елена. Можно мы тоже сейчас ее послушаем? Да-да-да, безусловно, конечно. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, все участники, кто меня слышит. Мы включили. Да. Ну, я хочу немножечко рассказать вам, так как время все-таки ограничено, на это нужно больше времени, нежели я посвящу этой теме. Вот, я бы хотела рассказать, как организовать правильно среду. Вот, также немножечко расскажу про то, что начала Лена, именно что можно сделать для детей с ОВЗ. Ну, давайте начнем. Вот так вот. Что я сделала? В этом году весь мир празднует 150-летие со дня рождения Марии Монтессори. Мария Монтессори – это итальянский врач, педагог, ученый, философ и гуманист. Она очень многое сделала для детей. Она посвятила всю свою жизнь детям, начиная от материала, который она придумала для них, опираясь на свои исследования. Также и выявила такие важные моменты, как сенситивные фазы. Свою педагогику Мария Монтессори называла системой саморазвития ребенка в подготовленной среде. Для целей образования она считала необходимым создать такую среду, где дидактический материал выбирал бы не учитель, а сам ребенок. Возраст от 0 до 3 Мария Монтессори называла впитывающий разум. Что же это значит? Что ребенок бессознательно впитывает все, что его окружает. И вот я хочу вам тоже зачитать ее цитаты, которые очень четко это отражают. Детей учит то, что их окружает. Ребенок – это новое создание, пришедшее в жизнь. Только и держит нас в состоянии бодрствования. Он является каждое утро, как бы говоря, посмотрите, это другая жизнь, вы можете жить лучше, чем вы живете. Будьте активны в подготовленной среде, в подготовке среды, проявляйте постоянную тщательную заботу о ней, показывайте место каждого развивающего материала и правильные способы работы с ним. Что же такое подготовленная среда? Подготовленная среда – это структурированное окружение, имеющее определенный порядок. Все материалы выстроены на полках таким образом, чтобы ребенок мог выбирать упражнения по нарастанию сложности от конкретного к абстрактному. Так вот, Мария Монтессори выявила 5 зон, и мы сейчас каждую поподробнее рассмотрим. Первая зона – упражнения в практической жизни. В этой зоне ребенок совершенствует свои навыки самообслуживания, ребенок тренирует вообще свое существование обычаев и культурного окружения. Тем самым эта зона позволяет участвовать ребенку в жизни общества. Следующая зона сенсорная. Здесь тренируются все наши чувства. Это зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Следующая зона – это зона развития.
Здесь ребенок учится читать, писать, узнает буквы, символы букв, да, и, соответственно, многое тоже узнает об окружающем. Математическая зона. Здесь ребенок знакомится с цифрами, количеством, арифметическими действиями и так далее. Там очень это большая зона. В дальнейшем, когда ребенок все это познает, для него открывается совершенно бесконечный мир. И последняя зона – это зона космоса. Это совершенно интереснейшая зона, которая, где ребенок знакомится с окружающим миром. Он как бы уточняет свои знания. То, что он видит, он потом в этой зоне космоса уточняет. Вот такие вот 5 интересных зон. Эти зоны, как правило, в классической педагогике Монтессори все присутствуют. И сейчас мы поговорим о принципах построения среды. Это тоже очень важно. Это распространяется, в принципе, на любую среду, какую бы мы ни создавали. Первый принцип, что среда должна быть доступной. Все подходы к полкам в Монтессори среде ничем не закрыты. Ребенок берет материал, тот, который он считает, который ему интересен, да. Поэтому второй принцип – материалы должны выглядеть привлекательно, которые бы привлекали ребенка, возбуждали бы его интерес, и чтобы ребенок захотел с этим материалом работать. Все материалы предоставлены в единственном экземпляре. Вот здесь вот мы уже можем смело говорить о поведении, потому что здесь ребенок учится терпеть, у него появляются зачатки воли, потому что если он захотел материал, который уже взял другой ребенок, то ему придется потерпеть. Материал всегда в одном экземпляре представлен. Четвертый принцип. Материалы выстраиваются на полках слева направо, от простого к сложному. И пятый. У каждого материала есть свое место. Если ребенок взял материал и позанимался с ним, когда он его возвращает, он его ставит на то место, где он его взял. Соответственно, если он его ставит не на то место, с которого он его взял, то взрослые или даже дети говорят ему о том, что нет, он здесь не стоял, потому что дети очень хорошо запоминают, где стоял материал. И вот давайте мы все эти принципы с вами рассмотрим на самой важной зоне, по нашему мнению, ну, в принципе, по мнению и терапевтов, и всех монтессори-педагогов, это зона в повседневной жизни. Это самая важная зона. Сейчас объясню, почему. Потому что в этой зоне по нашим наблюдениям и по нашей уже достаточно долгой работе мы обратили внимание, что именно дети с ОВЗ очень хорошо социализируются. Здесь ребенок в этой зоне может оттачивать свои навыки, которые помогут ему дальше, в дальнейшем, максимально не зависеть от взрослого. И здесь, конечно, очень хорошо применим тот тезис, который известен на весь мир, что «помоги мне сделать это самому», то, о чем сказала Мария Монтессори. Вот. И когда ребенок оттачивает свои навыки в этой зоне, то он настолько становится успешным в дальнейшем, и он уже дальше начинает более сложный материал брать, и также его переносить в жизнь, он становится самостоятельным. Через эту зону ребенок сначала учится обслуживать себя, потом также это все переносится на обслуживание окружения. Вот, и это очень важно. И в наших учреждениях, там, где мы работаем, у нас дети очень прекрасно и замечательно это делают. Они накрывают на стол, они ухаживают за другими детьми,
они помогают, если они видят, что ребенок с чем-то не справляется. И все, конечно, это вот через эту зону. Если более конкретно, то эта зона помогает ребенку да просто подойти и налить себе воды из кувшина, потому что есть такой материал, который и не пролить ничего. Есть такой материал, который обучает ребенка наливать из кувшина в стакан или из кувшина в кувшин. Это такой первый этап. Вот. Потом точно так же и убирать за собой, если вдруг что-то он рассыпал, потому что есть такой материал, как пересыпание. Он, как правило, используется с крупой или с фасолью. Вот. И если ребенок что-то рассыпал, то зона создана так, что он может подойти, взять совок с щеточкой и все за собой аккуратно убрать. И потом, соответственно, это все мы переносим в жизнь. И мы понимаем, что этот навык должен тренироваться всегда. Не может быть такого, что ребенок пришел, например, в класс Монтессори или в какую-то там студию или в детский сад, есть, например, если есть такое, да, созданная такая среда Монтессори, и потом он вышел из детского сада и забыл. Эта среда должна точно так же перенесена быть и домой. То есть вот сейчас вот на этом слайде тут несколько фотографий. Это среда создана родителями дома. Вот. И вы здесь видите, что здесь маленькие щеточки, маленькие совочки. То есть родители продолжают вот эту среду переносить к себе домой. Соответственно, они, конечно, консультируются с педагогами Монтессори, с терапевтами Монтессори, которые непосредственно, например, работают с их детьми. Здесь вот, посмотрите, есть на средней фотографии сенсорные пособия, где мама создала и по цвету. На последнем слайде так вообще смешанная среда. Видите, наверху упражнения в повседневной жизни, а в контейнерах там, скорее всего, и дальше другая зона, где ребенок все в доступе, и ребенок может в любое время этим позаниматься. Вот. Моя коллега немножечко упомянула о том, что в Монтессори-среде существует дополнительный и... Сейчас, секундочку, у меня слайд не пошел. Подождите. Я продолжу, пока все налаживается, что есть дополнительный и адаптированный материал. Что это такое? Если мы говорим о детях с ОВЗ, то мы понимаем, что... Да, вот, да. То мы понимаем, что классический материал не всегда подходит для этих детей. И вот я хочу вам показать небольшое количество материала, который как дополнительный, так и адаптированный. Первый материал – это перекладывание ложкой. Вроде бы ничего такого особенного здесь не видно, но если мы говорим о ребенке со слабым зрением, то вот именно такой материал для тренировки перекладывания ложкой ему подходит больше всего, потому что это темные емкости и контрастно-белые предметы. И ребенок тогда концентрируется на этих предметах и успешно перекладывает, работает с этим материалом. На второй фотографии вы видите классическую розовую башню, которая выстроена вот в такой как раз-то адаптированный материал. И очень хорошо работает этот угол, потому что розовую башню, тот, кто притрагивался к материалу Монтессори, знает, что это придумала Мария Монтессори, эту розовую башню от большого к маленькому. Здесь понятие большой и маленький, и здесь очень много координации. Не всегда даже взрослому
очень точно получается поставить этот маленький кубик, который самый маленький. Вот. А вот этот угол, он дает ребенку очень большой успех. И если ребенок выстроил эту башню от начала до конца, вот поверьте мне, он это делает не один раз, он это делает 10, он это делает 15 раз, он просто наслаждается этим процессом, потому что у него получается. Это успех. И последний материал, он тоже считается адаптированным, потому что, и дополнительно можно сказать, это уход за собой, это очень важный материал. Он стоит всегда в среде, это зеркало и две емкости. Если мы видим, что у ребенка что-то не в порядке с лицом, то мы подходим к нему и говорим: иди посмотри, пожалуйста, у тебя нос нечистый, например, да, и он знает, где стоит этот материал, он подходит к этому подносу, смотрит в зеркало и приводит себя в порядок. Вот. В общем-то, я, наверное, закончу свою презентацию. Вот немножечко литературы, которую я бы вам посоветовала. Здесь, конечно, очень много книг Марии Монтессори, где вы можете найти все ответы на свои вопросы и про детей с ОВЗ, и про нормотипичных детей, потому что она, конечно, была уникальным совершенно человеком. Она такое впечатление, что посмотрела вперед, и она знала, что нам понадобится этот материал. Здесь, конечно же, книжка нашего учителя Лоры Андерлик, которая называлась именно Монтессори-терапевтом, и которая была самым первым человеком, которая обратила внимание о том, что и детям нужен тоже с ОВЗ помощь через Монтессори материал. Я заканчиваю свое выступление. Всем большое спасибо и до свидания. Большое спасибо, Елена Викторовна. Достаточно познавательно, интересно. Надеюсь, что мы с вами и дальше будем поддерживать тесные связи в данном направлении, так как, смотрю, люди достаточно позитивно отзываются о всем том, что вы предложили. А сейчас хочу передать слово, точнее, Ольге Викторовне Юрковой. Ольга Викторовна учитель-логопед, много лет возглавляла дошкольное учреждение детей с ОВЗ различных категорий. В настоящий момент она старший преподаватель кафедры педагогики и психологии образования нашего Сыктывкарского государственного университета. И передаю слово Ольге Викторовне. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотела поделиться с вами тем опытом, который мы накопили за достаточно большое количество лет, работая с детками раннего возраста. Впервые мы начали говорить о том, что мы принимаем детей с 1,5 лет в 2012 году. Мы открыли группу для деток с нарушением опорно-двигательного аппарата. Инициаторами открытия этой группы были наши медики. И тут вот мы начали выстраивать то многоэтажное здание, которое у нас, собственно говоря, и получилось в результате к сегодняшнему дню. Первые медики нам сказали: дети с нарушением опорно-двигательного аппарата должны попадать в поле зрения медиков и педагогов и специалистов-дефектологов как можно раньше, и тогда эффективность и польза будет значительно выше. Мы открыли группу в 2012 году. У нас в эту группу ходит 10 человек. Группа практически каждый год мы принимаем туда. Дети находятся там в течение года, и на следующий год они у нас уходят уже в дошкольную группу. Какая польза для детей и что мы увидели из нашей практики? Первое. Когда ребенок в 1,5 года попадает уже в условия психолого-педагогического сопровождения, у нас появляется возможность профилактики вторичных нарушений. Понятно, что мама с ребенком, заботливая мама с ребенком будет ездить в санатории, будет посещать лечебное учреждение, но когда ребенок попадает в условия социализации, когда он вместе с другими детками начинает играть, начинает познавать что-то новое, то это несколько другая
уже несколько другой результат. Итак, группу открыли, детки стали к нам ходить, мы поняли, что в группе всего в 10 человек этого недостаточно, потому что дома остались дети, которые пока к нам не попали, но они нуждались в значительной помощи специалистов. И в 2013 году мы открываем консультационный центр для родителей детей с ОВЗ, которые на данный момент не могут посещать образовательные учреждения. Это дети с года до 3 лет. Мы открыли консультационный пункт, на котором родители могли получить консультации учителя-дефектолога, учителя-логопеда, наших врачей, медиков, ортопеда, невролога, врача-физиотерапевта. И при консультационном центре начала работать ликотека. В ликотеке дети приходили, на ликотеку дети приходили 2 раза в неделю, если родители так хотели. Если возможности не было привести ребенка так часто, ребенок занимался 1 раз по технологии круг. Эти занятия проводила целая бригада наших специалистов, воспитатель по адаптивной физкультуре, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. Занятия проходили в течение часа, очень эмоционально, дети были активны. И нам, специалистам, работающим в детском саду, очень это понравилось. Потому что если ребенок проходил на ликотеку целый год, и к нам приходил уже в группу дошкольную, он чувствовал себя достаточно свободно, и адаптация проходила в более легкой форме. В принципе, что сейчас делается в Воркуте. Да. Я хочу сказать, что немножко, наверное, надо вообще о детском саде сказать пару слов. В детском саду у нас на сегодняшний день порядка 150 детей, из них инвалидов детей где-то 80%. Причем очень много детей с тяжелой инвалидностью. Дети, которые самостоятельно не передвигаются, есть даже дети, которые самостоятельно не сидят. У нас есть группа для детей с расстройствами аутистического спектра, с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, и основное количество детей – это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Следующее, в процессе нашей практики работы с детками с ОВЗ мы пришли к выводу о том, что дети с тяжелыми нарушениями речи, когда они приходят в 5 лет в образовательное учреждение, они теряют очень много. И мы приняли решение, что этих детей с тяжелыми нарушениями речи надо принимать как можно раньше. Потому что когда ребенок ходит в общеобразовательный детский сад со своими речевыми проблемами, приходя в специализированный детский сад в 5-6 лет, у него настолько огромный опыт негативного общения, что достаточно много времени нужно потратить на то, чтобы адаптировать ребенка вообще к образовательному учреждению. Ну и, наверное, я хочу сказать вот о такой важной вещи, как мы сегодня задекларировали в законе об образовании, что у нас 3 участника образовательного процесса – педагоги, родители и дети. Так вот, я хочу сказать, что тогда у нас наша образовательная деятельность будет успешна, когда действительно родители станут полноправными участниками. И когда они будут хотеть не просто получать нашу услугу, а когда они захотят вместе с нами сесть рядом, думать об этом, говорить об этом и делать. У себя мы разработали такую замечательную вещь, называется «Календарь младенца». Это сборник, который мы собрали из разных источников. Он, конечно, не такой красивый, может быть, не очень презентабельный и яркий, но вот пока такой. Этот сборник прошел экспертизу, экспертную оценку получил Управление образования и рекомендован для представления в родильных домах и ЗАГСе нашего города. То есть молодым родителям, которые наверняка планируют все иметь малышей, вот это представляется для ознакомления. И наших родителей, которые к нам тоже приходят, мы обязательно знакомим с этим сборником. Те, которые планируют, что у них будут детки маленькие, тут все пошагово прописано, как ребенка кормить, как за ним ухаживать, как его развивать. Прописаны все игры, в которые можно играть и с ребенком в месяц, и в 6 месяцев, и в 9 месяцев, и в 12 месяцев. И даже есть рекомендации, как отпраздновать с ребенком его первый день рождения.
То есть проблемы сопровождения детей с раннего возраста уже решаются давно. Вы знаете, вот мы с Натальей Александровной до этого говорили, ведь оно было. Моя педагогическая практика началась еще тогда, когда были ясли. И когда ребенок приходил в детский сад в 6 месяцев, а то и раньше, и когда государство мотивировало воспитателей, мотивировало педагогов, которые работают с этими маленькими детками, реализовывать все, что ребенок должен делать по антогенезу, и очень строго за этим следили, с нас спрашивали, если ребенку год, и у него нет 10 слов в его речи, то спрашивали с воспитателем очень строго. То есть это все есть, надо просто вернуть. И когда мы стали видеть, что ребенок, который посещает детский сад с 1,5 лет, и ребенок, который пришел в 3 года в детский сад, и, по сути дела, он до 5 лет адаптируется к условиям детского сада, а в это время понятно, что состояние ребенка очень тяжелое, он привыкает к условиям, а 3-летний ребенок привыкает к условиям детского сада тяжелее, чем годовалый и 1,5-годовалый ребенок. Поэтому думаю, что, наверное, очень радостно, что мы начали говорить о том, что дети должны приходить в образовательные учреждения как можно раньше. Только единственное, это мое вот мнение такое, что надо еще родителям объяснять, что если мы говорим о детях с ОВЗ, да, детский сад работает 10 часов, 12 часов, но у ребенка, у которого проблемы со здоровьем, он должен там быть ровно столько, сколько он может там находиться без ущерба для своего здоровья. И эту проблему мы тоже решали в нашем образовательном учреждении. У нас многие детки вот в эту группу для 1,5-годовалых детей ходят в сопровождении мам. Чем хорошо? Мама видит, участвует в режиме, она видит успехи своего ребенка, она обучается у педагога, у воспитателя каким-то методами, приемам, которые она обязательно будет реализовывать еще и дома. Поэтому вот такое тесное содружество воспитателей и родителей, оно очень важно, когда мы говорим о раннем сопровождении. Я хочу сказать, поблагодарить специалистов Центра Монтессори. Наш психолог, она обучалась у вас, она как раз получила первую ступень, обучалась по программе для детей с года до 3 лет. У нас есть класс Монтессори, и там работают родители, они очень любят туда приходить и получать помощь психолога, и работают там со своими детками. Вот, наверное, все, что я хотела рассказать о нашей... Сейчас у меня будет. Да, Ольга Викторовна, у меня к вам такой вопрос, да, но не столько вопрос, сколько бы я бы хотела, чтобы вы еще рассказали о том, вот вы немножечко умолчали, что у вас на базе консультационного центра, как вот у нас многие тут задают, да, что вот если, как быть родителям, если вот в населенном пункте нету такой помощи, да, и как быть. А вы мне вот буквально, пока мы слушали наших замечательных спикеров, проговорили, что у вас в детском саду, когда вы были руководителем, да и сейчас, я так думаю, что оно там работает, что вас могли приехать с любого уголка республики на какой-то период, чтобы заниматься с ребенком, с вашими специалистами. У нас такая практика есть. У нас есть детки, которые живут на севере республики. И эта мама со своим ребенком приезжает 2 раза в год. По месяцу они живут в Сыктывкаре, и целый месяц ребенок находится в условиях детского сада. Безусловно, ребенок имеет заключение, он прошел ПМПК комиссию, у него есть заключение комиссии, у него есть рекомендация посещать образовательные учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи. Без этого мы, естественно, ребенка принять не можем. Мама проходит все процедуры вместе с ребенком, присутствует на всех занятиях с логопеда. Занятия разрабатывает, логопед разрабатывает, дефектолог разрабатывает программу, он уезжает с этой программой и через полгода возвращается опять к нам. К нам приезжает в консультационный центр и с близлежащих районов. Вот, понятно, что москвичам такое слово «Визенка», наверное, неизвестно, но это поселок, который находится в нескольких километрах от Сыктывкара. К нам приезжают родители с такого населенного пункта, как Вигар, получают консультацию. Наши специалисты диагностируют ребенка, выявляют основные проблемы, какие у ребенка есть.
То есть работаем не только с городом, да. То есть мы свои возможности можем, свои предложения реализовывать еще и на республику. Ну, у нас, да, тоже сейчас, коль уж зашел разговор о консультационном центре, у нас на базе нашего института тоже сейчас есть республиканский консультационный центр, который работает абсолютно для всех родителей, которые имеют детей от 0 до 18 с любыми образовательными потребностями. То есть это и нормативные дети, это дети УВЗ, дети-инвалиды, а также в нашем консультационном центре могут получить консультацию не только родители, у которых есть дети, да, могут обратиться бабушки, дедушки, если у них возникает вопрос, могут обратиться те, кто в будущем будут родителями, да, то есть будущие родители. У нас работает эта Академия будущих родителей, где проходят различные как раз мероприятия, круглые столы, вебинары по подготовке вот будущих родителей к материнству, к воспитанию ребенка, как вести себя, как с ним заниматься, допустим, в первые месяцы рождения и так далее. То есть буквально та самая ранняя помощь любому родителю. Плюс ко всему, у нас работают и с приемными семьями, то есть для тех, кто хочет стать опекуном, кто хочет принять на воспитание в семью ребенка, то есть мы тоже помогаем, мы подыскиваем специалистов, которые с нами сотрудничают, то есть любой обратившийся может получить у нас консультацию абсолютно бесплатно, поэтому приглашаем всех к сотрудничеству, будет очень приятно со всеми посотрудничать, возможно, на будущее запланировать какие-то интересные мероприятия совместные. Я думаю, что уже в очном формате, чтобы увидеть, пообщаться, поговорить, да, чтобы специалисты могли реализовать свою потребность в общении с высококвалифицированными специалистами. Вот еще такой вопрос тут возник в чате. Снежана Юрьевна, наверное, скорее всего, ближе к вам. Какие дистанционные сайты для детей с УВЗ вы бы порекомендовали для родителей? Спасибо большое за вопрос. Я, можно еще на один вопрос отвечу? Безусловно. Да, тут как раз задается вопрос, если нет, вот, например, такой группы, да, которая бы сопровождала родителей, или как родители могут получить данную помощь. Я просто расскажу об опыте, буквально 2 слова, города Москвы. У нас есть мобильные службы, мобильные бригады, которые в течение месяца, например, работают по регионам каких-то дошкольных учреждений. Либо учреждений, мы говорим, каких-то консультативных пунктов. Слышно? Нет, да? Да, ага. Значит, каких-то консультативных пунктов. В эту бригаду входят все специалисты, это логопед, психолог, реабилитолог, да, и тут же в условиях данного, например, учреждения также родители обучаются. В этом году у нас в Центре содействия семейному воспитанию, это бывший детский дом ЦСВ Юнона, у нас начался запуск программы онлайн-странички для родителей. Мы понимаем, что мы сейчас находимся в условиях самоизоляции, и родителям также необходим данный вариант сопровождения и помощи. Онлайн-странички можно скачать, можно увидеть. Это что? Это не только у нас вебинары, это тоже вариант консультативных пунктов, да, которые организованы. И у нас, конечно, во многих учреждениях есть школа приемных родителей. То есть школа приемных родителей, то, что вот вы как раз говорили, родители проходят данное обучение, должны понимать, что если они берут ребенка в семью, какие особенности имеет ребенок. Есть еще такой один момент, что мне очень понравилось во Франции, в Италии. Это работа уже с родителями в плане пренатальной, да, как мы говорим, не только диагностики, но и пренатального сопровождения. Чтобы оставить ребенка-инвалида, да, если мама предупреждает, что у вас родится ребенок группы риска, то со всей семьей, не только с мамой, работает врач, и психолог, и психотерапевт. И маму еще возят, ну вот как мы говорим, знакомят с различными учреждениями, где есть такая категория детей.
чтобы мама не просто читала информацию из интернета, а чтобы она действительно посетила ну, данный вид учреждения, познакомилась, пообщалась с данной категорией детей. Это очень важно, потому что мы понимаем, что ответственность на самом деле берут также родители. Насчет сайтов дистанционных, я думаю, что Игорь Сергеевич тоже ответит и добавит, потому что издательство «Просвещение» пользуется очень, ну, я бы сказала, таким высоким авторитетом. У нас на сайте издательства ТСС-сфера тоже есть материалы, куда могут зайти слушатели. Есть на сайте Центра Департамента труда и социальной защиты. И также есть в Москве Центр технологий обучения детей-инвалидов по дистанционному обучению. Вот этот центр реализует программы дистанционного обучения детей-инвалидов, начиная уже с 7-летнего возраста. То есть это не формат полноценного дистанционного обучения, это сопровождение не только на сегодняшний день, но, например, 2 раза в неделю мы сопровождаем такого ребенка. И Игорь Сергеевич, я думаю, сейчас подключится и добавит насчет сайтов как раз дистанционного обучения детей-инвалидов. Да, спасибо за предоставленное слово. Я хотел бы отметить, что вот эта вообще ситуация с коронавирусом, да, вынужденная, у нас обнажила наши многие проблемы, и в то же время вот в этой стрессовой ситуации у нас появилось достаточно много информации, которая, возможно, не получала достаточно широкого распространения. Но, тем не менее, хотелось бы отметить, что различные региональные площадки, ну, что касается Москвы, это Московская электронная школа, а также вот я скинул в чат ссылку на Московский городской центр, открыли все свои материалы для регионов, да, и действуют сейчас на всю Россию, да, и сами педагоги, в том числе и родители, делятся своими наработками. То есть действительно, ну, мы зачастую прекрасно знаем, что родители дома часто сами адаптируют материал, который есть в каких-то пособиях для детей с нормально развивающимися, ну, для нормально терпичных детей или для детей отдельной нозологической категории, когда ребенок со сложной структурой нарушения, ему этот материал оказывается недоступен, родители сами адаптируют, педагоги адаптируют и выкладывают это зачастую в сеть, но это все где-то оседает. Да? И на самом деле вот в последнее время появилась возможность все это как-то систематизировать, и, конечно же, давайте делиться этим опытом, потому что, ну, зачем изобретать велосипед, если до этого уже есть возможности. Ну, для детей с тяжелыми множественными нарушениями, я думаю, из вас многие прекрасно знают Федеральный ресурсный центр в Пскове при Центре лечебной педагогики, где есть конструктор СИПР для детей с тяжелыми множественными нарушениями. Там потрясающие есть материалы, которые доступны для скачивания, для педагогов, для родителей, которые работают с детьми. Ну, в издательстве «Просвещение» уже на этапе школьного образования, но тем не менее, наверное, хотелось бы обратить внимание, если кто-то из сегодняшних слушателей работает с детьми школьного возраста, у нас открыта наша медиатека издательства «Просвещение», и это не только учебники электронные, да, вот как PDF-версии учебников, но и также к практически каждой теме, да, когда ребенок изучает ту или иную тематику по тому или иному предмету, есть возможность пройти дополнительно тестирование или какие-то дополнительные материалы, тренажеры всевозможные, то есть по всем предметам, по которым есть учебники, а это, ну, для детей с интеллектуальными нарушениями, например, практически все предметы с 1 по 9 класс. Ну, то есть на самом деле материалов достаточно много, и вот такая вот вынужденная ситуация с карантином, она, конечно же, позволила нам их увидеть. Наверное, вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, спасибо. Всем достаточно большое
информацию скинули, да, для родителей, для педагогов, чтобы понимали, видели. В чате она еще долго пока останется. Также хочу сказать нашим слушателям, что пока еще в процессе сегодняшнего дня можно задавать вопросы на сайте, которые мы потом переправим нашим спикерам. Если будут возникать какие-то вопросы, обязательно их пишите, оставляйте. Мы их обязательно передадим, и в итоге получим, я думаю, интересные, хорошие, исчерпывающие ответы. А на сегодня хочу попрощаться со всеми. Спасибо огромное нашим спикерам. До свидания. Очень приятно было со всеми пообщаться. Всего доброго. Всего доброго.